Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Чокурдахе расследуют дело в отношении 40-летнего мужчины, который после ссоры с сожительницей ударил ножом трехмесячного сына. Мужчина был пьян, во время ранения ребенок находился на руках у матери. Со сквозным ранением печени и внутренними кровотечениями мальчик доставлен в хирургическое отделение Центральной районной больницы. Позднее бортом санитарной авиации ребенка доставили в хирургическое отделение Национального центра медицины. Его состояние медики расценивают как тяжелое, но стабильное. Мужчина задержан. Следователем Следственного комитета в суд внесено представление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы. Очередная жительница Нерюнгри стала жертвой мошенников. В полицию обратилась 55-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестное лицо обманным путем завладело ее деньгами в сумме 38 тысяч рублей. Как пояснила пенсионерка, на ее телефон в мессенджере WhatsApp пришло сообщение о том, что оплата покупки в интернет-магазине на сумму 13 900 рублей с банковской карты выполнена успешно. А также сообщалось, что если данная покупка не совершалась, то необходимо перезвонить по указанному номеру, что женщина и сделала. Ей ответил мужчина, который начал расспрашивать потерпевшую о том, картой какого банка она пользуется и какая сумма находится на счету. Затем мужчина сообщил, что для того, чтобы данный платеж не прошел, необходимо назвать номер банковской карты, срок действия и CVV-код, находящийся на оборотной стороне карты. Далее женщине следовало продиктовать пароли, которые приходили ей на телефон. Пенсионерка выполнила все действия, которые ей называл неизвестный. После этого ей стали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств. Женщина забеспокоилась и спросила, почему происходит списание. На что мужчина ответил, что в течение 24 часов деньги вернутся, и платеж, которого она не совершала, будет аннулирован. Но в итоге денежные средства возвращены не были, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По факту проводится проверка. Уважаемые граждане, в очередной раз сотрудники полиции и мы призываем вас к бдительности, чтобы не попасться на уловки мошенников. Ни в коем случае не сообщайте незнакомым людям банковские реквизиты принадлежащих вам пластиковых карт и счетов, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию. Не выполняйте действия под диктовку неизвестных вам лиц. В результате ДТП, произошедшего на окружном шоссе в столице республики, в больницу были доставлены трехлетняя девочка и ее мать. 42-летний водитель, управляя Toyota Corolla Fielder, при развороте налево не уступил дорогу автомашине Toyota East под управлением 31-летнего водителя, в результате чего совершил с ней столкновение. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи осмотрели пассажиров. Девочка, которая в момент столкновения сидела на заднем правом сидении, была не пристегнута ремнем безопасности. Ее доставили в детское медицинское учреждение, где, к счастью, не выявили травм. У матери зафиксировали рваную ушибленную рану верхней губы и назначили амбулаторное лечение. Водители были трезвы, проводится проверка. Возможно, пострадавшим повезло, что их не доставили в станцию скорой помощи Якутска до проверки Росздравнадзора. Тут обнаружены нарушения требований закона по правилам хранения лекарственных средств. Были выявлены 5 наименований лекарств с истекшим сроком годности, хранящихся в общих шкафах и укладках места хранения в специально выделенной и обозначенной карантинной зоне. В адрес главного врача было выписано представление по устранению нарушений. Лекарственные средства изъяты для дальнейшей утилизации. Проведена служебная проверка. 6 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности. А в Мирнинском районе раскрыта кража золотых часов стоимостью 120 тысяч рублей. Была установлена личность подозреваемого. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшего. Незадолго до происшествия мужчины коротали вечер за совместным распитием спиртных напитков на даче. В ходе застолья хозяин, не рассчитав количество выпитого, уснул. Решив воспользоваться этим, знакомый и совершил хищение. Сдав в ломбард ценные часы, он выручил 35 тысяч рублей. Деньги потратил на продукты питания и спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К международной повестке в результате столкновения скоростного поезда и инспекционного локомотива в Анкаре погибли 7 человек и более 40 получили ранения. Обрушился также пешеходный переход над путями, рассказывает Сергей Берец.
По меньшей мере 7 человек погибли и 46 пострадали в четверг, когда скоростной пассажирский поезд врезался в опору надземного пешеходного перехода на станции Маршандис к западу от Анкары. Катастрофа произошла около 7 часов утра по местному времени. 2 вагона сошли с рельсов и перевернулись. Экспресс протаранил локомотив, который используется для инспекции путей. От удара обрушилась часть пешеходного перехода. Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, вывели пассажиров из покореженных вагонов. Раненые доставлены в близлежащие больницы. Пока не установлено, с какой скоростью двигался состав Анкара-Конья, который не делает остановку на станции Маршандис. Канадский суд отпустил под залог финансового директора и дочь основателя компании Huawei Мэн Ванчжоу. Ее ожидает слушание об экстрадиции в Соединенные Штаты, рассказывает Алена Островская. Мэн Ванчжоу во вторник вечером покинула здание суда в Ванкувере. Финансовый директор китайского технологического гиганта Huawei вышла под залог в 10 миллионов канадских долларов. Это почти 7,5 миллионов американских. Мэн задержали в начале декабря по запросу США. Вашингтон обвиняет ее в нарушении санкций, наложенных на Иран. По данным американских властей, Huawei скрыла от банков свои связи с компанией Skycom, имеющей бизнес в Исламской Республике. Дочь основателя Huawei своей вины не признает. Ее арест стал еще одной болевой точкой в отношениях Соединенных Штатов и Китая. Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Рейтер во вторник сообщил, что намерен вступиться за Мэн перед Министерством юстиции, если это поможет заключению торговой сделки с Пекином. Ранее источник агентства рассказал, что США планируют выпустить новое предупреждение для своих граждан об опасности поездок в Китай из-за возможных преследований. Канада во вторник подтвердила задержание одного из своих подданных, хотя прямой связи с делом Huawei Оттава не обнаружила. В начале февраля Мэн Ванчжоу предстоит слушание по делу об экстрадиции в США. До этого времени она будет находиться в доме своего мужа в Ванкувере под охраной. Huawei – крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования и второй по величине производитель смартфонов. В компании говорят, что всегда действуют в соответствии с законом. И заключительная новость о наших партнерах по историческому процессу. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил 3 года тюрьмы. Его обвинили в финансовых махинациях и подкупе женщин, которые, как считается, встречались с американским президентом. Рассказывает Никита Конев. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил 3 года тюрьмы. Такое решение в среду принял суд в Нью-Йорке. 52-летний юрист еще в августе признал свою вину. Его обвиняли в том, что незадолго до выборов он заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тысяч и еще 150 тысяч модели Playboy Карен МакДугал, чтобы женщины молчали о своих отношениях с президентом США. Сам Коэн утверждает, что действовал по прямому указу Трампа. Миллиардер это отрицает. По его словам, он ничего не знал о выплатах. Однако, если вина президента будет доказана, ему может грозить импичмент. Кроме того, Коэн пошел на сделку со следствием и по делу о финансовых махинациях, в частности, связанных со строительством Трамп Тауэр в Москве. На этом пока все. Берегите себя.